Привет, друзья! 5 ноября, полпервого дня. Бегу домой. Сегодня у меня были курсы норвежского. Уже не интро-программа, уже по желанию, как говорится. Хочешь — ходи, а не хочешь — все равно ходи. Вот, потому как здесь, в общем, нужно быть чем-то занятым для того, чтобы, если ты не работаешь, получать пособие. Вот, то есть надо для этого какую-то проявлять активность. Вот, или на курсы, курсы и находят позже, если не нашел работу, рабочую практику. Я думаю, это сейчас будет 3 раза в неделю, потому как раньше курсы были 3 раза, сейчас 2 раза. Вот. В общем, чтобы была вся неделя занятой, то теперь рабочая практика будет трижды в неделю. Вот, собираюсь, не знаю, может быть завтра, наверное, надо поехать завтра в город. Надо будет мне встретиться с агентством по подбору персонала. Вот, я рассказывала в прошлых видео, была у меня встреча с представителем НАВ. Вот, тема встречи была: где ты собираешься работать, твое интро подошло к концу. Вот, работы нет, было предложено отреагировать на вакансию 1 раз в неделю на 1 месяц. Работа в соседнем городе Мушин, продавать колбасные изделия. Вот. Ну и еще одно было предложение в супермаркете. Какой-то процент занятости, помощник. Вот. Но пока никаких ответов не поступало, не знаю. Может быть, уже нашли людей. Пока непонятно. Красиво, как сегодня. Немного у нас даже солнечно сегодня на Труфорше. Дожди каждый день. В это время года обычно здесь снег уже лежит, но в этом году теплая осень. Вот еще можно цветочки увидеть, цветущие. Тысячелистник вроде как. Сегодня у нас было мероприятие в коммуне, в волонтерском центре, встреча с представителями центра противодействия насилию. Ну, как-то так это называется. Рассказывали о том, что делать, если вы претерпеваете насилие. Вот, рассказали, какие его виды бывают. Вот. И, значит, есть у них такое, как сказать, помещение. Вот, показывали на фотографиях. Это комната
жилая комната, кровать, телевизор, кухня, вот, плита, оборудованная для жизни. Вот, и, к примеру, если что-то такое произошло, и человек вынужден бежать от домашнего насилия, вот, то они говорят, что у них, значит, этот ближайший центр в соседнем городе Мушин. Вот, но вроде бы есть еще такая возможность позвонить, ему могут приехать за вами, вот, и привести вас в этот центр. Вот, и, значит, там также могут дать одежду, вот, на случай, если вы бежали в домашнем белье, вот, одежду, и, значит, можно в этом центре бесплатно жить до тех пор, пока вы не найдете, если у вас возникла необходимость найти отдельное жилье, сменить место жительства, к примеру, вот, и там еда, жилье бесплатное. Вот, и также с этим человеком пострадавшим работают психологи, в общем, помогают ему выйти из этой сложной ситуации. Так что, видите, вот, и также рассказывали о видах этого насилия, вот, что это может быть финансовое, но это, наверное, не насилие, а притеснение, наверное, мне кажется, больше подойдет слово. Хотя, может быть, и насилие, не знаю. Вот, если супруг не дает распоряжаться заработанными вами деньгами, вот, ну и затем, если вас обесценивают, вот, и тому подобное. Вот, и, к примеру, это может быть даже не кто-то из членов семьи, вот, а кто-то извне, так сказать, вот, кто пишет вам что-то в интернете или как-то вас преследует каким-то образом, вот, издевается словесно, вот, и говорилось о том, что на этот случай можно обратиться в полицию, и будут применены меры совместно с вот этим центром, что выдадут такую как бы красную кнопку, и этому человеку будет запрещено приближаться к вам на определенное расстояние. Вот, и если он, как сказать, нарушит этот запрет, то тут же приедут правоохранители, вот, и примут меры. Так что видите, как здесь защищают права человека. Вот это отлично, конечно. И также в очередной раз нам напомнили, что в этом году летом был принят новый закон, что для близости интимной нужно проговорить согласие. Вот, что человек не против. Вот, и также говорят о том, что здесь равенство полов. Вот, это независимо от пола. В общем, могут получить люди защиту, вот, в случае домашнего насилия. То есть, я так понимаю, и жена может, в общем, мужу не давать нормальной жизни. Вот. Так что интересная была сегодня у нас лекция. Вот.
Ну, так полезно посещать такие мероприятия. Много нового узнаешь об этой стране. Так, друзья, практически пришла домой. Не знаю, завтра, наверное, таки поеду в город. Надо все-таки уже закрыть этот вопрос. Встретиться с этим представителем агентства по подбору персонала. Может быть, кто его знает, может быть, у них и найдется для меня какое-нибудь интересное предложение. Вот, все-таки я не теряю надежды, что вскоре смогу найти работу. Хотя слышу по отзывам местных наших, которые уже живут здесь не первый год, работа здесь проблема найти работу. Вот. Проще, конечно, если есть авто и не привязан к автобусу. Вот, но у меня авто нет. Так что так приятно, друзья, на улице. Немного солнечно. Да, 5 ноября, снега еще не было. Но это хорошо, то будет гололед. Потом не побегаешь. Заработал здесь бассейн бесплатный. Можно ходить в бассейн. Есть определенные часы для семейных пар, для взрослых и для детей. Вот, и также там сауна есть. Но я сауну не любитель. Я вообще плохо переношу вот это теплые такие помещения. Вот. Ну и бассейн здесь небольшой. Ну, не знаю, как-то я больше люблю открытые источники, открытые водоемы. Вот. Хотя, может быть, ради интереса и можно будет как-нибудь сходить поплавать вместе с нашими жителями. Такие, друзья, новости. Красиво на улице, нравится мне такое освещение приятное. Красота. Так, иду домой. Смотрите, как мох цветет, растет, зелененький, красивый. Вчера приготовила чечевичный суп с красной чечевицей. Готовится быстро, хороший на вкус, мне нравится. Хорошо, ничего не надо сегодня готовить. Так что, друзья, такие дела. Читаю комментарии по поводу, куда возвращаться людям, если все разрушено. А это никого не волнует. Как уже я рассказывала, что когда мы приехали в Норвегию, и люди, которые потеряли жилье, задавали такие вопросы представителям организаций, работающих с беженцами. Вот, и ответ был, что это проблема страны, из которой вы приехали. Она должна позаботиться о том, чтобы вам было куда возвращаться. Вот. Ну и сейчас смотрю новости, что канцлер немецкий заявил недавно, что война в Сирии окончена, и сирийским беженцам теперь, в общем, нужно возвращаться, восстанавливать страну. Вот.
Ну, а там очень много разрушений. Города некоторые просто, в общем, очень массивное разрушение. Вот 90% я читала, люди живут за чертой бедности. Читала также, в общем, не рекомендуют туда ехать в качестве, если туриста. Вот большой риск для жизни. Вот, а если вы все-таки решитесь, это рекомендация для граждан США, я читала. Вот, а если вы все-таки решитесь, то напишите завещание, вот, и сдайте свое ДНК вашему лечащему врачу. Вот, ну и там еще много всяких рекомендаций. Вот, даже видите, как туристам и то опасно, а людей возвращают туда для жизни. Вот, и никто не спрашивает, есть куда возвращаться или некуда возвращаться. Вот, закончилась, война закончилась, все. Так же и с нашими будет. Так что надо экономить, откладывать себе на будущее по чуть-чуть денежку. Вот, чтобы была хотя бы какая-то небольшая сумма, по возможности купить, может быть, комнату в общежитии или какой-нибудь домик в селе. Вот. Только так. Так что, друзья.